Глава республики Владимир Уйба записал видеообращение для жителей региона. Бурлун Дунайортис. Добрый день, уважаемые жители республики. Сегодня провел брифинг по вопросу дальнейшей судьбы хоккейной команды «Строитель». Хочу сразу сказать, что хоккейная команда «Строитель» будет играть, будет продолжать радовать своих болельщиков, жителей республики Коми. Сегодня вот то, что идет обсуждение, очень такое, может быть, иногда эмоциональное, связано только с тем, что действительно судьба «Строителя» очень многим поколениям не безразлична. Но я всегда говорю, что нельзя в эмоциях терять нить и не терять самое главное. Вот что самое главное, что я сегодня на брифинге довел до журналистов, в том, что структура финансового содержания клуба, хоккейного клуба за последние годы – это судьба нескольких жертвователей, которые давали деньги на работу клуба. При этом практически в 2021 году мы столкнулись с тем, что жертвователи или спонсоры отказались дальше финансировать, и не потому, что у кого-то из них там испортилось отношение с кем-либо, с главой или еще с кем-то, вовсе нет. Просто, как правило, все эти спонсоры, они содержат еще, как правило, по одной команде, и, соответственно, просто они там ведут полное управление, и там для них прозрачны все расходы. В хоккейном клубе «Строитель» они сказали, что поскольку для нас непрозрачны расходы, мы дальше, ну и самое главное, нет связи. Что мы 100 миллионов даем, что 110 миллионов даем на содержание, нет связи с результатом. Поэтому действительно мы переоценили всю работу хоккейного клуба, сегодняшнее его руководство, и предложили альтернативный вариант работы, ну, во-первых, хоккейной школы, детской хоккейной школы. Это вообще не обсуждается, и это именно та основа, на которой, в общем, и зиждется, и работает любая команда. Не будет детских школ, не будет откуда пополнять звездами взрослую команду, не будет перспективы. Поэтому, конечно, вот детская школа будет жить и развиваться и существовать. И в новом качестве команду, как мы представляем себе? Ну, во-первых, это автономная некоммерческая организация по юридической форме. Во-вторых, это стопроцентный учредитель, как, скорее всего, Минспорта Республики Коми. Почему? Потому что в сегодняшней ситуации, когда президент клуба, он же и учредитель в одном лице, не дает возможности финансировать вот такую команду с одним президентом за счет бюджета. Если это автономная некоммерческая организация, так как мы сегодня планируем сделать, и учредителем будет Минспорта Республики Коми, это дает возможность на законных основаниях финансировать команду уже из бюджета Республики Коми. При этом понятно, что будет абсолютная прозрачность всех смет, всех расходов и так далее. Ну и на сегодняшний день мы совершенно четко понимаем, ну, во-первых, прошел финал в Сыктывкаре чемпионата России по хоккею с мячом, и мы имели возможность провести переговоры с президентом Федерации по хоккею с мячом, с Кринником Борисом Ивановичем, определились по основным направлениям работы в будущем нашей команды. У нас нет никаких проблем в том, чтобы сохранить лицензию. И далее, вот в другом виде, в обновленном виде, ну, во-первых, с тем, чтобы это были все-таки команда, где практически 100% игроков должна быть именно игроков из республики. Потому что на сегодняшний день больше половины клуба – это игроки не республиканские. Понятно, что это не очень патриотично, люди работают просто, что называется, за деньги. Мы, конечно, думаем о том, чтобы команда была и сформирована именно из игроков и жителей Республики Коми. Ну и заканчивая, сегодня рассматриваем несколько кандидатур на руководство команды. Точно так же это должен быть человек-патриот, который живет в республике,
скорее всего, что это будет в прошлом, безусловно, игрок команды, нашей команды «Строитель», и человек, профессионально разбирающийся в том, как команда должна играть. Поэтому не переживайте, пожалуйста, никаких проблем с работой и с игрой команды в перспективе я не вижу. То, что она будет играть и жить по новым правилам, это для команды любое обновление только в плюс. А это обновление еще и с участием республиканского бюджета будет гарантия на хорошую и позитивную развитие команды и игру. Еще одна новость. После капитального ремонта открылась Национальная галерея Республики Коми. Отмечу, что здание, в котором располагается Национальная галерея, уникальное. Это здание культурного наследия, истории архитектуры. В нем раньше располагалось духовное училище. На обновление учреждения из бюджета региона было выделено 8 миллионов рублей. Работы по обновлению начались в конце прошлого года, и сейчас закончена и отремонтирована входная группа, галерея, вестибюль, гардероб, туалетные комнаты и коридор первого этажа. Ну и напомню, что именно этот год, 2022, объявлен президентом России Владимиром Владимировичем Путиным годом культурного наследия народов России. Ну и символично, что именно в этот год обновилась наша Национальная галерея. Конечно, призываю всех жителей республики приобщаться к искусству, почаще посещать нашу Национальную галерею, участвовать в выставочных проектах, встречах с художниками. Милости просим, все для этого создано. По эпидобстановке. За сутки мы немножко снизились. У нас сегодня 112 случаев заболеваний коронавирусом. Вчера было 123. Основные очаги заболевания — это Сыктывкар, Ухта, 27 и 24 случая соответственно, но и Воркута-Усинск по 10 случаев. Я вот давно говорил вам, уважаемые жители республики, что мы, по сути, переболели уже инфекцию. Что это такое? Это значит, мы все, кто мог заразиться, он уже заразился, и сегодня, по сути, мы подходим к такому порогу, когда люди либо переболели, либо привиты. И остаются вот та категория людей, которая не привита, и, безусловно, она в первую очередь оказывается под влиянием инфекции. Вот на сегодняшний день сложилась именно такая ситуация. Из 112 человек, которые заболели, нет ни одного привитого. То есть, по сути, заболели вот та прослойка, которая была еще не привита. Ну и по умершим та же самая ситуация. Я вам уже достаточно много по времени говорю о том, что среди умерших вакцинированных нет. Сегодня снова два человека, которые погибли от коронавируса, но они также не вакцинированы. Поэтому, конечно, еще напоминаю о том, что мы продолжаем вакцинацию, и нужно, конечно, вакцинироваться тем, кто еще не вакцинировался. По коечному фонду мы снижаемся также. На сегодняшний день еще закрываем 42 койки. С учетом этого у нас развернуто 576 коек, занято 278. Соблюдаем вот этот разрыв, он у нас сегодня положительный. На сегодняшний день это вся информация, уважаемые жители республики. Всего вам самого доброго, берегите друг друга, до следующей встречи.